Здравствуйте! Мы хотим вас познакомить с нашим проектом «Самобытная топология народа Саха». Целью нашего проекта является получить и узнать больше информации о народе Саха с помощью топологии, применяя компьютерную 3D-графику. Для реализации цели были решены следующие задачи, такие как изучить топологию как науку, применить ее на объектах и третье – показать примеры на национальных объектов. Для начала, что такое топология? Топология – это раздел математики, изучающий топологические свойства фигур, то есть те свойства, которые не изменяются при любых деформациях, производимых без разрывов и склеиваний. На данном рисунке мы видим наглядный пример топологических изменений шара в сосуд, где не производится ни склеек, ни разрывов. Как работают топологические изменения? Топология существует в 4 измерениях. Это дает ей возможность изучать объекты, которые мы просто-напросто не можем увидеть. Это пространственные объекты, такие как планеты, звезды, Вселенная. Мы живем в 3 измерениях, а в топологии предметы деформируются и остаются, по сути, теми же. Если обдумать эти факторы, то приходим к выводу, что объекты меняются для нас, но они не меняются, если посмотреть на них, например, в другом измерении. На данном слайде мы видим наглядные примеры топологических объектов. Это лист Мёбиуса, который не имеет ни начала, ни конца, бутылка Клейна, и задача о Кёнигсбергских мостах. Мы хотели больше углубиться и знать о своем народе, о Якутии, и решили соединить топологию и Якутию, так как Якутия – это самый большой регион России, почти не освоенный людьми, так как жители края долгое время были закрыты от других национальностей, от других народов, и поэтому сумели сохранить свою самобытную культуру и религию. Мы делали это в программе Blender, так как считаем, что Blender – это универсальная программа для моделирования 3D-объектов, в которой наглядно будут видны все изменения. Например, кытыя. Кытыя – это национальная якутская посуда в виде чашки. Основное блюдо, подаваемое из кытыя, это национальное блюдо кёрча. Мы рассмотрели КТА как объект топологии. Наши предки, не зная законов свойств фигур, мастерили топологические тела. Они делали топологию из шара глины, вылепливая из нее КТА, как видно на верхнем рисунке. А на нижнем рисунке мы в программе Blender показали топологические изменения шаров КТА. Ытык – это тоже якутский деревянный прибор для взбивания сливок. На данном рисунке мы увидим, как из тора, то есть бублика, создавался поэтапно ытык. Ураса. Считается, что ураса – это самая древняя форма якутских жилищ. В основном это тип старинного летнего жилища якутов. Это конусообразный шалаш из жердей. На этом рисунке мы видим, как из того же тора, то есть бублика, создавался конусообразный тип жилищ ураса. Камелек. Камелек – это традиционная печь. Здесь дух огня живет, так говорят якуты, которые дарят людям тепло. На данном примере мы видим, что процесс создания камелька очень схож с процессом создания урасы. Правда, немного меняется форма. Чорон – это известный национальный якутский сосуд для потребления кумыса. Оно также является священным, так как преподносят его дар высшим духом на празднике Ысых. Якутские ремесленники еще много лет назад создавали чорон топологическими свойствами из куска глины, как показано на правом рисунке. На левом рисунке мы показали эти изменения в программе Blender. Хомус – это традиционный музыкальный инструмент. Хомус оказался для нас самой сложной топологией. Сначала мы делали шар, как видно на рисунке, делали трезубец, а после придавали ему форму хомуса, выравнивая зубцы хомуса и доводя до нужной формы. Бриллианты. Бриллианты составляют коллекцию сокровищницы Республики Саха-Якутия.
Они придают большой блеск и величие для всей Якутии. На данном рисунке мы видим, как шестигранный тор превращается в достояние Якутии бриллиант. А также Ал-Лукмас мы решили вам более подробнее и более детальнее показать на видео. Нам очень понравилось работать над проектом. Мы узнали много нового о своем народе, разобрались со сложной для нас темой топологии и научились создавать 3D-модели в новой для нас программе Blender. Спасибо за внимание.